8 сентября в Назрани откроют свои двери сразу 20 избирательных участков. Проголосовать за депутатов в органы местного самоуправления можно будет в Краеведческом музее, летнем амфитеатре, политехническом, а также колледже сервиса и быта, в школе-интернат и в 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 17 школах и в гуманитарном колледже. Выборы муниципальные. Это выборы проходят в представительный орган городского округа города Назрань, то есть будут избираться депутаты горсовета города Назрань. Всего их по количеству 25 мандатов. У нас в городе зарегистрировано 5 политических партий. Участковой избирательной комиссии мы начали с 7 августа, то есть с 8 числа у нас установлен график дежурств отдельных членов на наших УИКах. Есть план, график работы для городской избирательной комиссии, календарный план. Согласно этого плана мы проводим свою работу, совещаемся, проводим учебу, какие-то обучающие семинары. В городе в 3 УИКах, 604, 12 и 620 у нас будут стоять КАИБы. Это комплекс обработки избирательных бюллетеней автоматический, который выдает бюллетень, подсчитывает голоса и после окончания единого дня голосования выдает протокол. Участок 615, расположенный в гуманитарном колледже, практически готов принять избирателей. Вопрос технического оснащения уже решен. Здесь есть кабинки для тайного голосования, урны для бюллетеней, созданы места для общественных наблюдателей и пункта приема заявлений. Голосовать сюда должны прийти более 2000 избирателей, в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья. Плохо видящих, они могут вложить свой бюллетень, видите, квадратики тут есть, и по этим квадратикам могут поставить свою галочку или знак какой-либо, за которого они голосуют. Также лупа для увеличения. Ну и для того, чтобы человек смог тайно провести свое голосование, проставил, делать свой выбор, это мы как бы для него кабина. Здесь созданы все необходимые условия, чтобы выборы прошли не только прозрачно, но и со всеми удобствами для избирателей. Специально оборудованы комнаты матери и ребенка, комната отдыха и молельная. Также подготовлены памятки для избирателей, образец для заполнения бюллетеней, информация о кандидатах. Выборы должны пройти в полной безопасности, поэтому при входе установлен металлоискатель. Также на участке будут служить правоохранители. С момента завоза сюда бюллетеней для голосования это помещение предварительно за 8 часов берется под охрану по периметру и само помещение внутри. И до момента окончания голосования 8 числа, до того момента, когда избирательная комиссия участковая подведет итоги, оформит протоколы, это все будет перевезено в ТИК города, это помещение до следующего утра находится под помещением под охраной правоохранительных органов. Чтобы избежать спорных моментов во время выборов, избирательный участок оборудовали камерами видеонаблюдения. Более того, вести видеотрансляцию, а также фотосъемку имеют возможность все общественные наблюдатели, задача которых следить за прозрачностью выборов. Эту миссию может взять на себя любой желающий. Правда, необходимо заранее зарегистрироваться. Ожидается, что в голосовании примут участие более 40 000 горожан. Всего в регионе будет открыто 127 участков для голосования для 39 выборных кампаний муниципального уровня, по итогам которых предстоит замещение 456 депутатских мандатов. Амина Бокова, Джамалил Тамасханов, Новости 24.